Что ж, поприветствуем, друзья. Александр Макаров, город Воронеж, компания UE Framework. Привет, привет. Что, как настроение? Бэджик, да, надо развернуть, конечно же. Настроение отлично. Это замечательно быть здесь на самом деле, потому что онлайн, мягко говоря, поднадоел. И хочется вживую пообщаться. Вот, да. И не первый раз я, в общем-то, в Ижевске, и здесь всегда хорошо. И с каждым разом все лучше и лучше. На этот раз, я думаю, будет не хуже. Вот, да. Что мы сегодня будем рассказывать и слушать? Это доклад про код. Это немножко необычно. У меня обычно доклады там про какие-нибудь там архитектуры и так далее, принципы, пакетные там метрики. Это про код, это ближе как бы к телу. Ну и поехали. В общем, да, кто я такой? Я, во-первых, человек в шляпе. Вот, да. Во-вторых, это те человек, который пилит E-фреймворк, и в частности сейчас мы пилим E-фреймворк версии 3. Ну, еще делаю всякие штуки типа конференции PHP Russia. Кто не боится, приезжайте, будет классно. Вот. Писать код на самом деле, ну, легко. Все могут писать код сразу, и особенно там на какой-нибудь Node.js. Вообще все легко и просто. Да, особенно вот писать код еще и на PHP вообще офигенно. И быстро, и классно, и у всех получается, и все сразу работает, да? Ну, вот, да, да. Но получается на самом деле не всегда, и видно это обычно на более-менее длинных дистанциях. То есть те, кто пишет код, не знаю, там в веб-студиях и так далее, у них это получается всегда хорошо, и они не знают, что с кодом происходит потом. Через месяц, через 2 месяца, через год и так далее. Те, кто поработал в продуктовых компаниях, знают, что код, который они пишут, вызывает потом большие проблемы. Почему? Расскажем. План. Что у нас ломает наш код? Во-первых, это композиция и наследование. Во-вторых, это всякие разные состояния, зависимости их внедрения, методы, исключения, типы объектов, сервисы и долгоживущие серверы. На PHP немножко обсудим. Расскажем, как тесты ломают код, ну, точнее, их отсутствие, или плохие тесты. Ну и немножко пройдемся по принципам и по слоям и абстракциям. Что вообще ломает наш код? Поехали. Наследование, связанность, состояние допущения, тесты или их отсутствие. Ну и, конечно же, архитектура. Начнем с композиции и наследования. Раньше я очень любил наследование, такая клевая штука, 3 кита ООП, там все дела, все клево. Оказалось, что, ну да, композиция как бы или наследование, то есть наследование оказалось не такой хорошей штуковиной, как казалось. Приведем пример. Вот у нас есть абстрактная фиговина, нотификатор, от которого мы хотим наследоваться. И ну, что она делает? Она берет шаблон и, соответственно, рендерит его. Рендерит его в просто строку, потом эту строку можно там отправить смс-кой, почтой и так далее, и так далее. Вот, ну, обычный нормальный код. Вот, собственно, вот так вот мы его расширяем. То есть вот для email у нас будет вот такая штука. Ну, все нормально, как бы вот send перекрыли, сделали там в mail, и все как бы работает. Да. Что мы хотим дальше? То есть у нас есть абстрактный notifier, это вот, собственно, база. У нас есть email notifier, у нас есть там SMS notifier, есть debug notifier. Все вроде круто, понятно, замечательно. Проблемка, ну, одна есть, но она нам пока не видна. То есть то, что у нас notifier завязан на какие-то конкретные наши вот эти вот реализации. Ну, окей, завязано. И тут приходит у нас заказчик и начинает выставлять классные требования. SMS notifier и email notifier должны логировать. Ну, окей, теоретически туда можно прям вкорячить логирование. Ну, что делать? SMS notifier и email notifier не должны давать послать сообщение дважды. Но уже так как-то не очень, но все еще можно вкорячить. И дальше поехало. Пошло-поехало. Надо посылать несколько каналов с фоллбеком. Уже как-то ой. Ну и 1 апреля решили не посылать почту. Да, тоже бывает. Зачем, непонятно, но вот такое вот. И мы начинаем немножечко увязать во всем этом деле. И потихонечку все это начинает ломаться. Отделаем одно, отваливается второе. Наверное, те, кто на долговременных проектах работал, это прекрасно наблюдал. Попробуем без наследования? Ну, давайте. Берем notifier,
Используем ключевое слово final, чтобы его нельзя было наследовать. Но это во многих языках есть, в некоторых, конечно, нет. Ну, там надо как-то по-другому бороться, не знаю, там, тимлидскими пинками в сторону команды, типа его отнаследовался, не надо так. Вот. Что здесь происходит? Мы взяли отсылку, выкинули за, собственно, этот самый notifier. И, соответственно, шаблон сообщения и адрес тоже выкинули за этот самый notifier. Сам notifier ничего не делает, кроме как вызывает их. Нормально. Да. Что мы еще вводим? Мы вводим интерфейс для сообщения. Здесь subject и текст. Ну, все как бы просто, все нормально. И адрес это тоже final, потому что адрес, скорее всего, у нас меняться не будет. Вот. Но вообще да, есть два подхода. Первый — это когда заводят интерфейсы на каждый final класс, и второй — это когда думают и знают, что вот в этом случае точно никаких других реализаций не будет, и забивают на интерфейс. Я вот из второй категории, я люблю подзабивать на интерфейсы, если я точно знаю, что никто это расширять никогда не будет и использовать по-другому. Вот, да. Ну, getText — это самая такая прикольная штука. То есть она позволяет нам реализовать и шаблоны, и все остальное. Ну, в зависимости от того, как это сообщение, соответственно, будет работать. Окей. В сендере есть, ну, как бы одна public function send, и, собственно, все отсылаем. Сама отсылка. Вот. Ну, и потом делаем реализации. Я здесь их не привожу, они были бы такие, ну, чуть подлиннее. У нас получается сендер — это email, SMS. Окей. Логер тоже это сендер. И он оборачивает у нас любой другой логер, ну, то есть обычный паттерн-декоратор. Плюс duplicate preventer — это тоже декораторы. Мы можем их комбинировать. Где нужно логирование, мы заворачиваем, где не нужно, там, ну, не заворачиваем. Вот так вот это используется. Вроде все получилось хорошо. Наследование зло, ну, на самом деле да, потому что, во-первых, оно вызывает проблемы с тем, что мы в одном месте правим, в другом ломаемся. Во-вторых, это ужасная штука, когда у нас все было спланировано, а потом дерево наследования резко начало разъезжаться. Это получается все очень плохо. И оно, самое главное, оно мешает делать нормальный вот такой вот дизайн, чтобы все было гибко, красиво и отлично заменялось там и на лету. Ну и можно делать офигенную штуку. Config-driven development. На самом деле она не офигенная, но да, тоже сойдет. Вот. Наследование почти всегда зло, оно не зло там, где наследование подходит. То есть это иерархии исключений и другие, собственно, иерархии. Но обычно это сводится к исключениям и к событиям. Собственно, все. Это вот все применение. Если вы там его удержите, все у вас станет немножко лучше. Ладненько. Переходим к состоянию. Что у нас за состояние? Вот у нас есть некий класс DataProvider. Мы можем из него вытаскивать наборы данных, ну и он работает вот в данном случае с базой данных через connection. На вход мы принимаем запрос, connection, ну и через all или one получаем либо одну запись, либо, соответственно, тучу записей. Да, здесь вот в one, как она работает, она лимитирует запрос до единички, ну и, собственно, все возвращает. Что может пойти не так? Смотрим, вот делаем такой запрос, query select from post. Постов у нас в базе, ну, миллион накопился, но бывает, долго пишем. Или там много авторов. Вот, да. Вот, да, провайдер данных, мы все это дело вардампим, one all, да, и что-то пошло все-таки не так. Почему оно может пойти не так? Query, там есть всего 3 штуки, select from и limit. Ну и чтобы нам было прикольно, мы сделали построение вот этого вот query паттерном query builder. То есть мы возвращаем тот же как бы инстанс объекта, ну или там такой же инстанс объекта, и, соответственно, выглядит это как цепочка вызовов. Красота. Да, что же пошло не так, совсем не так. А пошло не так вот это. Из-за того, что там написано return this, получается вот такая вот гадость. То есть мы, когда делаем limited query this query limit 1, у нас состояние с лимитом залипает единичка, и лимит остается там. И когда мы в следующий раз вызовем all, у нас, соответственно, вернется одна запись, причем в массиве, и никто ничего не узнает.
Вот, да, это такая относительно искусственная проблема, потому что эта штука выявляется достаточно быстро, но такие проблемы бывают с более неприятными вещами, типа работы с деньгами. Вот, как это исправить? Правится вот так, то есть делаем клон от this. Вот эта вот операция клон, она в том же PHP мега дешевая. То есть бояться этого не надо, то, что у нас там еще один объект появится, вот это вот все, мега дешево. Вот, и что оно делает? По сути, это убивает передачу объекта по ссылке. То есть то, что мы его потом меняем, он не влияет на исходный объект. Ну все, цепочку разрулили, классно, состояние вообще лучше избегать, когда это возможно. Энкапсулировать, чтобы оно не торчало наружу, чтобы его не могли менять. Не использовать с вот этими вот Fluent интерфейсами, где мы делаем цепочку вызовов. Ну и если у нас цепочка вызовов, то это автоматически значит иммутабельность. То есть реализовывать ее надо вот так, с клонированием. Про зависимости и про инъекцию. Ну, инъекция зависимости это на самом деле очень просто. То есть мы засовываем в конструктор то, что объект требуется для его работы или сервису. Вот, ну, все просто, в общем-то. Можем мы инъектить через конструктор, мы можем подсовывать это там в какие-то там методы, геттеры, сеттеры, даже property. Но property очень не рекомендуется, ну, потому что все как бы торчит наружу. Да, обычно это конструктор. Можно ли это сделать неправильно? Штука вроде такая прям простая, логичная. Ну, можно как бы делать неправильно. Я делал неправильно, сейчас покажу. Вот. Неправильно вот. Это неправильно номер один. Если мы посмотрим в конструктор, то здесь получается интерфейс контейнера. То есть мы взяли и вместо зависимости закинули весь контейнер, а типа внутри вы сами там разберетесь, что вам нужно. Вот мы вызвали get и все такое, а появилась зависимость на контейнер, а это не очень хорошо. То есть мы зависимости по факту скрыли. Мы здесь не видим ни сколько у нас зависимостей, ни что их слишком много, ничего не видим. И внутри часто образуется от этого дикая каша. Вот, да, вот такое вот дело не рекомендуется. Очень даже не рекомендуется. Еще бывают контейнеры мутабельные, то есть в которые можно еще на ходу и запихивать. Это вообще ужас. И с такими вещами, конечно, работать еще сложнее. Dependency injection это вообще простая штука, можно ее делать на самом деле и без контейнера. Ну, как бы взяли new, сделали где-то там в индексе и все это по цепочке прокинули. Неудобно, но можно. Композиция лучше наследования. Да, при dependency injection всегда класс должен требовать то, что ему нужно реально, а не то, откуда он это будет брать. Ну и да, не таскайте за собой контейнер. Это плохая практика. Можно ли еще хуже сделать? Ну, конечно же, да. Вот, да, легко. Взяли и контейнер перестали передавать через конструктор и зафигачили его глобальной переменной. Наверное, вот этот вот код что-то напоминает. Прям, да, и фреймворк версии 1 и версии 2. Да, виновны, делали, больше, наверное, не будем, потому что если как бы знать, что это такое, держать себя в руках, все вроде норм. Но если не знать, что не держать себя в руках, то совсем не норм. И как бы люди привыкают и плодят такие проекты, которые потом самому как бы за них немножко стыдно бывает. Ну вот да, это как раз тот случай, когда в одном месте поправил, а в зависимости вроде нигде нет, вроде все классно, а потом раз и все развалилось. И думаешь, блин, что же за дела? Вот, да, вот это, если вы видите, это плохо. Это плохо, это как бы встречается, это иногда бывает как бы необходимым злом, это бывает круто для перформанса, но это ужасно. Что у нас касается методов. Методы — это простая штука, собственно, как и функции. Вот, ну да, у нас сейчас будет такая вводная лекция в программировании, немножко по капитанию. В методе есть у нас предпроверки, возможные ошибки, основной путь, постпроверки и return. Все. Предпроверки. Ну, вообще, да, бывает методы пишут по-другому, и я за то, чтобы все-таки их писали именно вот так вот. Предпроверки. То есть проверяем всегда, валидны ли аргументы, и кидаем invalid argument exception, если нет.
Не пытаемся исправить плохие значения. Это вот тоже, в чем очень сильно виновен тот же самый PHP. Они пытаются на вход скушать все, что угодно, и как-то попытаться с этим работать. Из-за этого получаются очень веселые ошибки, которые нифига не оседают у нас в логе, но почему-то в базе у нас все дико-дико попорчено. И как бы все клиентские данные чем-то затерлись, а мы не понимаем почему. И ищем эту штуку там пару дней. А оказывается, что даты эта штука кушает не те и пытается их сконвертить во что-то там интересное. 1970, по-моему, год. Это, наверное, все знают. Да. Исправление плохих значений. Ну, вот примеры. Аутентификация через Facebook. Никнейм уже есть. Ну, раз есть, давайте прицепим ID Facebook к ID юзера. Отличная идея вообще, замечательная. Приходит новый как бы юзер. Смотрит, о, вот там вот есть такой же чувак. Ну, замечательно, заберу-ка я его аккаунт, залогинившись с Фейсбука. Делали, знаем. Да, можно вводить букву, вот да, можно вводить только буквы в никнейм. Это вообще супер дурацкий запрет. Видел циферки нельзя. Вот ввели мы Samdark раз, два, три, ну и фиксим, убирая все не буквы. Нормально, при логине причем. Супер. Ну и еще и при проверке фиксим. И тоже замечательно бывает такая штука, что можно как бы взять и залогиниться по другим пользователям. А он еще с айдишником номер 1, то есть админ. Класс. Вот да. Ну, фейспалм, в общем. Да, полный. Возможные ошибки. Всегда кидаем runtime exception и не пробуем ничего исправлять. Не надо, не надо. Я знаю, что во многих случаях как бы хочется поправить. Ну, типа... Ничего страшного ведь не произойдет, все дела, но это как бы плохо. На самом деле, если значение невалидно, не надо его исправлять. А основной путь — это то, что делает метод. Здесь вообще вопросов нет. Как бы что хотите, то и делайте. Постпроверки. Бывает, что нужны. Чаще всего их тоже нет. Это мы проверяем, что метод сделал все нормально. Если нет, кидаем, опять же, не invalid аргумент, потому что как бы аргументы нормальные были. Кидаем runtime exception. Но бывает, не знаю, там файловая система, NFS какая-нибудь недоступна или еще что-нибудь такое. Да. Как понять, что метод хороший? Есть такое понятие, как цикломатическая сложность. Это число независимых путей исполнения в графе метода. Да, чуть-чуть сейчас посмотрим на эту штуку. Вот есть такая функция doit, которая, если номер 42, замечательное число 42, то считает специальный результат. Да, иначе просто считает результат от 42. Да. Очень странная, короче, функция, но нам не важно. Мы смотрим на цикломатическую сложность. Вот так она выглядит, ее граф. Желтенькие штучки, или я не знаю, каким они цветом тут отображаются, но, скорее всего, что-то между желтым и зеленым. Это у нас точки контроля. И беленькие — это как бы, ну, просто вот наш код, это выполнение. В точках контроля мы решаем, куда идти, направо или налево. Но это банально наши там if и всякие, вот это вот все. Считать цикломатическую сложность можно на пальцах как бы двумя простыми совершенно способами. Первое — это мы считаем количество ребрышек и, соответственно, вычитаем из них количество узлов наших, ну и прибавляем магическую циферку 2. И получается вот оно. Здесь цикломатическая сложность вот этого графа 3. Можно еще проще. То есть мы считаем все точки контроля и прибавляем единичку. Здесь точки контроля, их две штуки. Это ифы. За if дается единичка. За составной if, это, ну, который через end или or. Это количество вот этих вот частей, которые там участвуют. И как бы итерация цикла — это единичка. Свечи — это 1 на каждый вариант этого самого свеча. Все просто. Держать цикломатическую сложность нужно как можно более низкой. Потому что читать методы с высокой цикломатической сложностью тяжко, дебажить тяжко, тестировать очень тяжко. Можно схитрить и делать return или throw сразу. Вот есть у нас вот такой вот адский метод логин. Ну да, здесь мы берем там данные, ищем там юзера, проверяем, что такое есть, валидируем пароль, там вот это вот все. Логиним, там рефрешим страницу, выбираем какие-то ошибки. И здесь вот такая вот лесенка адская получается. Если мы начнем кидать и возвращать сразу, лесенка магическим образом оп и пропала. Вот, то есть можно вот так вот делать. Это классно.
Некоторые используют, ну, не знаю, там с универских, например, времен учили, что типа return должен быть всегда один, но это немножко не то, не надо так делать. Раньше return сделали и нормально. Вот, да. Можно еще лучше, если чуть порефакторить и отдельные вот эти вот части, ну, которые как бы кусками вынести с методами, которые какой-то вот смысл несут. Получится вот так. Вот, а булевые флаги в методах. Это классная такая штука, но типа, не знаю, залогинить юзера и булевый флаг там true или false. Типа рефрешить или не рефрешить. Вот такие штуки делать не надо. Это значит, что метод делает сразу не то, что должен, а что-то еще. Вот рефрешить это отдельная фигня, и не надо ее засовывать в метод там логина. То есть, если есть булевые флаги, это уже показатель того, что метод делает слишком много, что он нарушает принцип единой ответственности, и что его нужно бить на несколько методов. Это ок. Вот, области видимости я сейчас как бы топлю за private по умолчанию. Меня за это часто пытаются поднять на вилы, потому что я пишу как бы фреймворк, а туда все хотят залезть и что-нибудь там пофигачить. Все говорят, да давайте все паблик сделаем, будет вообще отлично. Можно будет расширять бесконечно и колбаситься. Но как автор фреймворка я понимаю, что если я так сделаю, то как бы я код вообще никогда не смогу поменять, ничего там сделать, потому что поведение будет очень неявно, и использовать фреймворк будут очень сильно не по назначению. Исключения. Исключения есть, ну, по факту два типа. Исключения есть, которые надо ловить, и которые вообще не надо ловить. Которые можно ловить, это свои исключения и всякие доменные исключения, это которые там логикой занимаются, еще все такое. И не должны ловить, это вот как раз те самые встроенные, это runtime exception и invalid argument exception. Ловить их реально не надо, потому что мы их нормально поймать не можем и обработать, ну, кроме как записать в лог, вывести красивую страничку, это заловить, в общем-то, особо и не считается. Заловить я имею в виду там откаты транзакций, вот это вот все, но здесь как бы поздно. То есть runtime и invalid argument это плохо, и если мы попытаемся их обработать, скорее всего, станет еще хуже. Вот. Сообщения в эксепшенах, ну, как бы должны быть понятны. Программист сразу должен понимать, в чем вообще дело, как это поправить. Надо использовать нормальные английские предложения и заканчивать их точечкой. Потому что предложений может быть два, и очень стрёмно получается, когда одни без точки, а другие с точкой. Ну, как бы это такая болезнь перфекциониста и просто немножко чуть бесит. Вот, да. И мы придумали классную фичу, за которую над нами дико угорали, называется дружественное исключение. То есть завели интерфейс с единственным методом getSolution. Ну, да, там еще есть getName и getSolution. И в solution мы, короче, пишем, ну, что-нибудь пишем, что типа, чтобы исправить это исключение, ты должен там пойти и передернуть там MySQL. Вот, потому что у тебя connection отвалился. Вот, да. Вот такие вот дела. Больше ничего не делает. Самая крутая имплементация, наверное, этой штуки будет это Stack Overflow Powered Exception. То есть он в solution будет сразу Stack Overflow и типа выдавать. Вот сюда пойди по ссылке, там все написано. Не мучай нас. Вот, да, типы объектов. Типы объектов у нас бывают разные, их можно классифицировать. Это сервисы и, ну, не сервисы. Сервисы что-то делают, не сервисы что-то содержат. То есть это данные, и они как бы возвращают и мутируют, меняют их. Доменные объекты — это вот как раз пример не сервисов. Что с ними надо делать? Во-первых, надо выделять эти объекты. Зачем? Для того, чтобы меньше валидировать. То есть вот если мы в конструкторе этого объекта принимаем значения типа там имейлов, поинтов и так далее, то отдельно валидировать их не надо. Валидация остается в одном месте и по-другому как бы быть не может. Если мы получили на вход вот этот вот объект email или point или еще что-то, мы уверены, что там все валидно, и это очень сильно в больших масштабах начинает нам сокращать количество кода, ну и количество ошибок, соответственно. Меньше кода, меньше багов. Класс. Если все удалить, вообще багов не будет. Вот. Составные значения — это тоже как бы объекты, то есть вот эти вот доменные объекты могут состоять из других доменных объектов. Это ок. У них не должно быть зависимостей, это только значения, ну и, собственно, статические конструкторы использовать в них норм, то есть создавать из там стрингов, интов и вот это вот все. Плюс в этих статических можно использовать приватный конструктор, куда выносить всю валидацию.
Их не надо раздувать, ну и они, конечно, должны быть иммутабельны. То есть, если мы состояние туда пытаемся запихать, не надо это давать. Есть ДТО. ДТО — это объекты, которые, ну, блин, существуют для того, чтобы это были не массивы, в общем-то. Ну, по крайней мере, в PHP. То есть они задают нам структуру, потому что в массив можно напихать совсем все, что угодно, а в эти объекты все-таки не совсем все, что угодно. Можно проще с ними быть, можно вообще как угодно их колбасить, там можно паблик свойства фигачить, и вот это вот все. Это как бы окей. Вот, ну и есть один нюанс, то что в этом случае они чаще всего привязаны на какие-то API-шки, формы и так далее, поэтому мы не должны там кидать исключения, а мы должны собирать ошибки и, соответственно, эти ошибки выкидывать все разом, чтобы там в форме отобразить, что вот здесь это неправильно, неправильно, неправильно. Потому что когда в формах все это построено на исключениях и выкидывается по одному, это реально ужасно. То есть говорят, юзернейма нету, или там юзернейм неправильный. Ты так заполняешь, нажимаешь submit, и такой, о, а теперь у тебя этот last name неправильный. Потом заполняешь и говорят, о, а теперь у тебя в пароле там цифры нет. Ты такой, блин, да ну эту форму нафиг, и все закрываешь. Бывает, да. И использовать можно массовое присваивание, то есть чтобы не делать А равно Б, С равно Д, там и так далее. Мы просто закидываем в эту штуку, там, не знаю, массив, она все это дело присваивает, если норм. Если не норм, то ругается. Вот. Второй тип объектов — это у нас сервисы. Сервисы, если кто с E-фреймворком работал, мы их называли почему-то компонентами. Ну, тоже нормальное название, почему нет. Окей, а сервис, компонент и так далее — это хреновина, которая создается один раз, запихивается в контейнер. Они обычно иммутабельные, то есть, ну, или вообще не имеют состояния, что еще лучше. Вот, используется обычно с нормальным dependency injection, то есть все, что они требуют, они получают в конструктор и хранятся, опять же, в DE-контейнере, ну или в сервис-локаторе, как это было в E-фреймворке там 1, 2 и так далее. Правила для сервиса. Ну, как я уже сказал, состояние не нужно. Без инъекции зависимости через методы и свойства. Это прям вот для сервисов это нельзя делать ни в коем случае. То есть вот set что-нибудь, там не обязательно зависимость, вот эта вся фигня, не надо. Не надо, не надо. Если у вас вот это вот пошло, это вот примерно то же самое, что булевый флаг. Значит, он, скорее всего, начал делать что-то не так или слишком много чего-нибудь. Без опциональных зависимостей, да, явной зависимости, то есть нормальный хороший DI, данные для как раз действий, то есть сервис производит какое-то действие, там он берет как раз этот доменный объект на вход, и он является параметром. То есть параметры передаются как конкретно вот в этот вот метод действия, и опять же нигде в этом сервисе не оседают, то есть состояние он не хранит. Конструкторы желательно делать легкие, потому что туча всяких разных контейнеров работает очень немножко неоптимально, и все эти сервисы инстанцируют прямо на запуске приложения. Ну, это небольшая проблема в всяких там Golang, Java и так далее, потому что там приложение поднимается один раз и все обрабатывает. Но в языках типа PHP, где все умирает, поднимается, там это... Ну, не очень. Поэтому у сервисов конструкторы делать надо легенькими. И зависимости инициализировать там или прокидывать, ну, вот попозже, как можно позже. Ну и не делаем допущений. Допущения — это плохо, кидаем исключения. Как пишутся неумирающие серверы на PHP? Ну, да, они работают все примерно одинаково. То есть мы делаем бесконечный цикл. Пока у нас... реквесты есть, мы берем и обрабатываем их, и в конце собираем еще память, подчищаем collect cycles. Так работает у нас сейчас достаточно популярный Roadrunner, так работает у нас Swooly, так работает у нас React, AMPHP и многие разные серваки, да, которые написаны, собственно, на самой PHP. Вот. Когда мы начинаем с ними работать, у нас получается, что все наши приложения, скорее всего, вообще просто разваливаются. Нам немножко надо перестроить свое сознание, чтобы получить офигенные... Ну, как бы бонус от этого, естественно, такой, что вот вся вот эта инициализация, которая красненькая здесь на слайде, мы делаем ее один раз. Соответственно, у фреймворка это все вот эти вот тяжелые там поднятие контейнеров, конфиги и вот это вот все, да. Вот, ну и...
Мы, соответственно, эту инициализацию срезаем, получаем response time там 1 миллисекунда. Офигенно. Правило. Сервисы должны быть без состояния или с его сбросом. Ну, на каждом цикле мы его можем скидывать. Мы должны защищать память, мы должны убивать то, что не используется. Тесты. Что касается тестов. Как писать? Есть 3 кита тестирования. Это arrange, act, assert. И каждый тест у нас должен делать эти 3 вещи. И желательно в этом самом порядке. Arrange, то есть это готовим тест. Act — это само действие, которое мы будем тестировать. И assert — это вот проверки. Один тест должна быть один AAA, то есть один Arrange, Act, Assert. Если мы в тест напихиваем, что сделали одно действие, потом проверили, сделали второе действие, проверили, сделали третье действие, проверили, тест слишком сложный, работать с ним плохо, ломаться он будет, скорее всего, достаточно быстро. Ну и только Black Box тестирование. Если ваш тест лезет не в публичный API, в private там и так далее, это все сильно, очень сильно плохо. Делать так не надо. Про принципы немножко. Нужна ли иммутабельность? В сервисах, да, если возможно, делаем иммутабельность. В сущностях, в доменных объектах нет, ну так, не очень нужна. Другие объекты, да, иммутабельность по умолчанию это хорошо. Ну и если у нас есть Fluent Interface, то есть вот эта цепочка методов, то иммутабельность у нас очень-очень нужна, потому что иначе вот эта цепочка начинает, да, залипать. Как мутировать объект? Если есть DTO, то напрямую, ну там какие-нибудь паблик свойства есть, вот мы в них и фигачим, нормально. Value объекты через иммутабельную цепочку вызовов, ну то есть по факту мы его не мутируем, а получаем каждый раз новый объект, но очень даже похоже. Entity мы пишем изменения как события и потом в каком-нибудь методе persist всех собираем и там пишем в базу. Ну и другие объекты, опять же, мутируем иммутабельной цепочкой вызовов, ну или просто иммутабельными методами. Чтение и запись можно делить. Есть такой паттерн, как Command Query Separation, и здесь мы делаем сразу и Command. Если мы делаем сразу и Command и Query, то становится непонятно. То есть что-то и читает, и пишет. Появляются сайд-эффекты, там вот это вот все. Это не очень. В некоторых случаях без этого никак, но это, наверное, случаи, где нам нужна атомарность, типа там проверка ключа кэша и записи, там, если чего-то нет. Query метод, например, shopping cart, это вот getTotal, здесь возвращается int. Ну и да, правило для таких методов, это возвращается всегда один тип, не возвращается внутреннее состояние, используются конкретные методы, если они слишком гибкие, это плохо. То есть нужно делать методы более специфичные для их потребителей. Используйте абстракцию для запросов, которые пересекают границы системы. Но границы системы — это не обязательно там микросервисы, это могут быть разные модули. То есть мы обвешиваем это дело границами, интерфейсами, ну и как бы получается норм, потому что как раз эти интерфейсы заставляют второй сервис не ломаться, когда мы меняем первый. Ну и не используйте Command Query. Для command методов все чуть иначе, но тоже похоже. То есть это вот такой вот метод, который что-то там меняет. Во-первых, именуем в императивной форме, ограничиваем scope, откладываем через событие и очередь. То есть этот метод, он ничего не возвращает, поэтому его можно сделать, если это окей, когда-нибудь попозже, если нам он прямо сейчас не нужен. Опять же, кидаем исключения, абстрагируем при пересечении границ системы. Это, как я уже говорил, очень сильно помогает. И используем запросы для получения данных и, опять же, команды для их обработки. Вот. Что касается моделей. Есть read и write модели. Опять же, это классный трюк. То есть обычно модель, она включает в себя там, ну, и записи, и чтение, и все остальное. Если их разделить, то получается классно, потому что мы вот сейчас у нас, допустим, стоит MySQL, и туда мы и пишем, и читаем из него, все круто. А потом мы берем, у нас MySQL начинает не выдерживать для поиска. И мы берем и read-часть перевешиваем на Elasticsearch, в которой все это реплицируется. Если мы с самого начала это поделили, то нам это дается очень легко. Если мы это сразу не делили, то получается ну не очень. Вот. Что касается слоев и абстракции. Да, проблема у нас вот, это вот наш мозг. Мозг наш, ну, скажем так, немножко дефектный. По сравнению с компьютерами, он у нас в кратковременной памяти обрабатывает 5 плюс-минус там 2 объекта.
У самых крутушей это там 7, там 8, бывает там до 20, но это редко. Вот. И мозг не может работать с тучей объектов, поэтому мы вводим слои абстракции, чтобы на каждом этом уровне абстракции объектов у нас было меньше. Да, и как бы есть две крайности. Первая — это лапша, когда у нас объектов слишком дофига. А вторая крайность — это лазанья. Это когда у нас вертикально слоев выстраивается слишком дофига. И лапша лучше лазаньи, потому что лапшу, по крайней мере, можно отрефакторить в лазанью. А лазанью, чтобы сделать нормальную лазанью, надо сначала превратить в лапшу, а потом уже делать лазанью. В общем, ну, много-много работы. И да. И заповедь здесь как бы одна: не переабстрагируй. Вот. Да, некоторые объекты должны быть конкретными. Это у нас контроллеры, это сервисы приложения, это сущности, это value объекты. Не надо там вводить никаких абстракций, ничего городить, это как бы норм. Вот, ну и да, собственно, на этом практически конец. Что мы рассмотрели: композицию, наследование состояний зависимости, их внедрение, методы исключения, типы объектов, сервисы, долгоживущие серверы на PHP немножечко мельком, тесты, принципы, слои и абстракцию. И это, конечно, не все. То есть, естественно, но да, это все, но не все. Это не все, потому что учиться можно всегда. Я затронул очень такую маленькую часть того, но я очень надеюсь, что вы для себя что-нибудь новенькое вынесли. Если вы даже думаете, что это немножко такие экстремистские подходы к программированию, вот, то все равно попробуйте их применять и увидите, что результат, скорее всего, будет. Ну и, конечно, думайте, то есть, если не думать, будет вот так. Все, жду вопросов. Здесь есть всякие классные ссылочки, что еще можно изучить. Спасибо.